Международная организация Transparency International представила новый доклад от 2015 года по восприятию коррупции в мире. Исследование охватывает ситуацию с коррупцией в 168 странах мира, и по выводам исследователей, ни одна из этих стран не была отмечена зоной вне коррупции, то есть не получила высшие баллы. Среди них и страны Центральной Азии, в частности Таджикистан. Эта страна заняла в индексе стран, подверженных коррупции, 136 место, получив 26 баллов. О том, что это означает и какова ситуация с коррупцией в Таджикистане, поговорим со Светланой Савицкой, региональным координатором Международной организации Transparency International по странам Европы и Центральной Азии, которая выходит с нами на связь по скайпу из Германии. Светлана, скажите, пожалуйста, как вы охарактеризуете проблему коррупции в Таджикистане, базируясь на исследованиях вашей организации? Здравствуйте, Хирамон. Здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо большое за вопросы. Наверное, я начну с того, что расскажу немножко о том, что такое индекс восприятия коррупции. Значит, индекс восприятия коррупции – это индекс, который пытается измерить восприятие коррупции только в государственном секторе. И рассчитывается он по шкале от 0, это крайне высокий уровень согласно восприятию, до 100, где 100 – это крайне низкий уровень восприятия коррупции, то есть 0 и 100 баллов. При этом я хочу отметить, что смотреть нужно на баллы, а не на место, потому что место страны в этом индексе может варьироваться в зависимости от того, сколько стран в этом году включено в исследование. Допустим, в этом году у нас включено 168 стран, в прошлом году было чуть больше стран, поэтому место может варьироваться. Но что важно, это именно балл. Это составной индекс, который опирается на ряд независимых исследований, которые анализируют судебную систему, насколько она независима от других ветвей власти. Также анализируется здесь бизнес-среда, насколько уверенно чувствуют себя представители бизнеса, при том, когда они ведут бизнес там, в Таджикистане или в другой стране. Свобода прессы тоже учитывается, и возможность разных медиаисточников делать, допустим, независимое антикоррупционное расследование и писать о случаях коррупции без страха быть наказанным за это. Также индекс восприятия коррупции смотрит на госучреждения, на то, как они функционируют, как они предоставляют услуги гражданам, а также на их прозрачность и на их подотчетность. И кроме этого мы еще смотрим на политические и гражданские свободы. То есть это комплексное исследование, потому что коррупция – это очень комплексное, такое сложное явление, которое нельзя только измерить взятками, что тоже будет очень сложно и будет очень односторонне. Теперь по Таджикистану. Таджикистан у нас в этом году набрал 26 баллов, а в прошлом году было 23 балла. Что на самом деле вот этот подъем в 3 пункта на 3 балла это статистически незначимо. Если бы вот эти 3 балла улучшения были зафиксированы на протяжении, скажем так, 3-4 лет, вот тогда можно было бы говорить о таком систематическом улучшении. Пока что это только вот за 1 год. И сказать, что да, это вот улучшение, мы бы так не сказали. Хотя где-то, может быть, какой-то тренд наметился, но нужно смотреть, что будет у нас в следующий раз в индексе за 2016 год. Но при этом, если вы посмотрите, то есть 26 баллов, вот все, что вот ниже 30, это плохо. Это считается очень плохо. Это считается, что у страны системная проблема с коррупцией, очень глубокая. И я бы еще сказала, глядя вот на Таджикистан, глядя на другие страны Центральной Азии, что идет такая стагнация. Никаких улучшений последовательных, систематических нету пока что, и мы их не видим. Какие сферы наиболее коррумпированы в Таджикистане, по вашей информации? Насколько эффективно ведется борьба с этим явлением госорганами? Как я уже отметила чуть раньше, индекс восприятия коррупции, мы смотрим здесь на госсектор, на госучреждения, но при этом мы смотрим на то, как функционирует судебная система, правоохранительная система. И могу сказать, что по Таджикистану правоохранительная система и судебная система – это, пожалуй, самые большие проблемы. За этим идет госсектор,
который тоже не очень качественно выполняет все свои услуги, очень закрыт, очень непрозрачен и не подотчетен своим гражданам. Конфликт интересов очень сильно наблюдается на всех уровнях власти, и среди верхних эшелонов, и среди средних и нижних эшелонов. В нижних эшелонах власти то же самое. Мы не видим, сколько получают чиновники, никто не следит за их декларациями о доходах. Поэтому, ну вот, пожалуй, вот эти вот три самые большие такие проблемы, то есть судебная система, правоохранительные органы и государственный сектор, государственные учреждения. Слана, вот многие эксперты называют проблему коррупции, системной коррупции, чисто политической проблемой или проблемой, носящей политический характер. Согласны ли вы с этим мнением? Ну, естественно, тут все зависит от политической воли и от того, какой тон в борьбе с коррупцией задает глава страны и задает, ну, вообще правящая коалиция, наверное. Поэтому, если нет политической воли на то, если сама проблема поощряется и вообще она порождается сверху, то тут никаких перемен, ни о каких переменах вообще говорить не можно, невозможно, и ни о каких улучшениях мы не можем говорить. Мы также не можем говорить об улучшении с коррупции вообще в попытках побороть эту проблему, если не участвует гражданское общество. Причем я говорю про независимое гражданское общество, за которым стоят граждане, а не какие-то государственные структуры или политические партии. Нельзя говорить о хорошей борьбе, качественной борьбе с коррупцией, если нет нормального политического процесса, если нет политической борьбы внутри, в стране, да, если нет политического спектра, представленного в стране, если только одна есть партия монолитная, которая все контролирует, которая за всем смотрит. То есть тут тоже нельзя сказать, что это как-то способствует качественной борьбе с коррупцией. Спасибо. С нами была Светлана Савицкая, региональный координатор Международной организации Transparency International по странам Европы и Центральной Азии. Спасибо большое вам. До свидания. До свидания.